Состоялась 14-я очередная сессия Якутской городской думы. Народные депутаты городского округа город Якутск рассмотрели 11 вопросов. Одни из основных вопросов – это внесение изменений в устав городского округа города Якутска. Мы привели его в соответствии с федеральным законодательством. Также были рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в нормативно-правовые акты Якутской городской думы. И утвердили отчет главы городского округа города Якутск и окружной администрации за 2024 год. Здесь стоит отметить, что отчет главы был принят единогласно. Также одним из ключевых вопросов на сессии было это присвоение звания почетный гражданин города Якутска. Мы присвоили 7 участникам Великой Отечественной войны это почетное звание. Ну и в канун празднования 80-летия Великой Победы это, конечно же, очень актуально. Одним из дискуссионных вопросов сессии стал вопрос о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, в частности, присвоении наименования площади Республики, части площади Ленина, на которой в прошлом году провели реконструкцию с архитектурными элементами в национальном стиле. При этом часть площади с памятником Владимиру Ильичу Ленину сохранит историческое название. Правильно звучит о том, что мы площади присваиваем наименование. А то сейчас вот некоторые комментируют, как будто бы это переименование. Но вопрос переименования не ставится в повестку, это присвоение наименования части площади Ленина. Это два разных элемента планировочной структуры, которые разделены проспектом Ленина. Соответственно, есть вот одна часть и вторая часть. И чисто вот по закону, по законодательству нет никаких запретов присваивать вот части элемента планировочной структуры наименования площади Республики. Во время обсуждения депутатами Якутской городской думы было подчеркнуто, что площадь Ленина продолжает оставаться на карте Якутска как площадь Ленина. За данное решение проголосовали 19 депутатов при 5 против и 1 воздержавшимся. По данному вопросу инициативная группа из 12 человек подала ходатайство о проведении референдума в территориальную избирательную комиссию города. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов сообщил, что уведомлен о поступлении заявления, но городская дума еще не дала правовую оценку событию. В Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию 17 февраля поступило повторное ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума в городском округе город Якутск. В соответствии с действующим законодательством Якутская городская территориальная избирательная комиссия рассмотрела поступившее ходатайство требованиям федерального закона, нашего местного закона Республики Саха-Якутия о местном референдуме, а также устава городского округа город Якутск. Рабочая группа провела проверку и на решение Якутской городской территориальной избирательной комиссии внесла решение о том, что да, действительно, ходатайство соответствует установленным требованиям. Хочу отметить, что до этого тоже эта же инициативная группа вносила ходатайство, но там были несоответствия установленным требованиям, поэтому в первый раз Якутская ТИК отказала. Затем инициативная группа обратно внесла 17 февраля, и мы в установленные сроки рассмотрели и далее в соответствии с законодательством направили в Якутскую городскую думу для принятия решения о назначении референдума. Якутская городская дума в установленные законом сроки должна тщательно проверить поступившие документы. Во-первых, она проверяет, внесенный вопрос местного референдума сформулирован ли таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования. То есть на него должен быть один однозначный ответ, а также чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятия на местном референдуме решения. А также она проверяет, соответствует ли данный вопрос вопросам местного значения, а также проводит правовую и лингвистическую экспертизу. После этого принимает решение и отправляет нам обратно в Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию для принятия решений. Депутаты Якутской городской думы единогласно утвердили отчет главы городского округа город Якутск и окружной администрации города Якутска за 2024 год. Получается, большая работа проведена как мэром, так и командой его, так и депутатами.
Я считаю, что в этом году этот отчет прошел удачно. Отчет прошел хорошо. Народ, я вот был на отчетах мэра города Якутска в округах. Также участвовал в онлайн, смотрел все это. Люди приветствовали. То есть не было никакого негатива, все было положительно на отчетах. Аплодисменты были. Я считаю, что в этом году мэр поработал очень сильно своей командой. И достойный отчет, достойная работа. Глава Якутска Евгений Григорьев выступил с докладом, в котором представил краткую характеристику социально-экономического развития города Якутска и итоги по основным направлениям работы за прошедший год. Глава города отметил, благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, в сфере образования введено 12 школ, 7 детских садов, отремонтировано 25 школ, из них в 2024 году построено 5 объектов образования. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году отремонтировано более 31 километра дорог, обустроено более 20 километров тротуаров, установлено более 900 светильников наружного освещения. Благодаря реализации республиканской и муниципальной программ в Якутске досрочно завершается второй этап переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Развитие столицы тесно связано с мастер-планом, который поддержал президент и утвердило правительство России. В 2024 году удалось реализовать 3 значимых проекта из 90, включенных в мастер-план. Это реконструкция площади Ленина, благоустройство набережных Романа Дмитриева и озера Сайсары. Впервые был проведен отчет перед родительским сообществом, организованный в онлайн-режиме. Депутаты Гордумы приняли участие в отчетах в своих избирательных округах. Общий охват населения составил 43 тысячи человек, включая очные встречи и онлайн-трансляции. Отчетом по направлению образования было привлечено около 18 тысяч человек, только по отрасли образования. Поэтому, конечно же, с каждым годом отчеты становятся шире. Судя по отзывам, отчеты проходят хорошо, люди задают вопросы, получают ответы. Ну и в целом можно сказать, что отчеты главы народ воспринимает, жители города воспринимают удовлетворительно. На сессии Якутской городской думы состоялось рассмотрение отчета Межмуниципального управления МВД России «Якутское», который представил начальник управления Алибек Даутов. Доклад за прошедший год подробно осветил криминогенную обстановку в Якутске. Согласно представленным данным, столица Якутии заняла 4-е место по уровню преступности среди административных центров Дальневосточного федерального округа. Это положение, хотя и свидетельствует о сравнительно благоприятной ситуации, требует пристального внимания и анализа. Отчет выявил неоднозначную картину. По некоторым категориям преступлений наблюдался рост, и в то же время, как другие, демонстрируют значительное снижение. За отчетный период 2024 года было увеличение числа преступлений, но это в первую очередь, конечно же, связано с мошенническими действиями, которые проводятся через онлайн, через средства коммуникации, через гаджеты, значит, через телефоны. Поэтому, конечно же, к сожалению, этот род преступления пока не удается, скажем, снизить. Отмечено значительное увеличение выявленных нарушений правил дорожного движения. Это связано с модернизацией системы видеонаблюдения. В настоящее время в Якутске функционирует более 200 видеокамер, охватывающих основные магистрали и перекрестки. Отчет затронул вопросы взаимодействия полиции с местным самоуправлением и общественными организациями. Подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества для эффективной профилактики правонарушений, включая программы по профилактике подростковой преступности, реализации проектов по безопасности дорожного движения и улучшению освещения улиц в проблемных районах. В прошлом году они отчитывались 2 часа. В этом году за 30 минут люди справлялись. Это уже хорошо. Цифры отчета тоже утешают, что работа у них все нормально идет. Я оценил, достаточно хорошо работают наши УВД. Якутская городская дума приняла отчет начальника Межмуниципального управления МВД России «Якутское», признав его информативным и полезным для дальнейшей работы по обеспечению безопасности и правопорядка в городе.
Единогласным решением городские депутаты в год 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне проголосовали за решение о присвоении высшей награды звания «Почетный гражданин города Якутска» всем проживающим в городе участникам войны. Звание «Почетный гражданин» присвоено ветеранам Афанасьеву Николаю Ивановичу, Березкину Алексею Николаевичу, Григорьеву Мартыну Герасимовичу, Ефремовой Валентине Васильевне, Колтовскому Семену Ивановичу, Павлову Кириллу Егоровичу, Яковлеву Петру Константиновичу. Глава городского округа Якутск Евгений Григорьев сообщил, что вскоре в Якутске появится созданный на деньги земляков памятник Дмитрию Егорову, герою России из Сунтара, которому звание присвоено посмертно. В целом, очередная 14-я сессия Якутской городской думы продемонстрировала активную работу депутатов по решению насущных вопросов развития города Якутска. Подвиг морпеха Дмитрия Егорова. Он в одиночку остановил вражескую штурмовую группу больше десятка человек у Новомайорского в ДНР, которые пытались продвинуться после мощной артподготовки с применением кассетных боеприпасов. Российский боец одним из первых вступил в бой, встретив подразделение ВСУ огнем. Рядом с ним рвались гранаты, а он продолжал стрелять, ликвидируя одного за другим. В настоящей дуэли срезал пулеметчика очередью, буквально уклоняясь от пуль. Противник, кучкуясь, ретировался, при отступлении проходя сожженные бронемашины. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Егоров Дмитрий Николаевич представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно. В том бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным. Рядовой 155-й отдельной гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота, он выбрал себе позывной «Сунтар» по названию родного Яку, села, откуда он родом. Морской пехотинец действовал без преувеличения бесстрашно. В какой-то момент рядом с ним произошел взрыв, а он, лишь слегка покачнувшись, продолжал вести огонь. Несмотря на превосходящие силы противника, атака была сорвана благодаря действиям Дмитрия Егорова, героя России. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.